Доброе утро. Привет, господа. Начинается 5-й день нашей рыбалки. Сегодня нам немножко не дали поспать. Вчера во сколько мы? Часа 3, наверное, дали, Глеб? Да, где-то так, да. А в 7 утра пришел хозяин уже в гости, можно так сказать. Димка приходил, немножко посидел, позавтракал. Ну, мы с утра, вечерком-то мы, конечно, хряпнули маленько, а с утреца-то как нам, никак. Нам надо на речку выезжать, на лодке, все такое. Я говорю, Дим, приходи лучше вечером, вот он с нами посидел. О чем мы? Проснулись сколько? 3 часа где-то поспали, да? Всего лишь, да. Может, а вот даже меньше. Часа 3. Кстати, пользуясь случаем, хочу попросить, вот Димка приходил, он здесь живет еще до осени, потом родителей перевозит в деревню и сам тоже остается как бы в деревне, отсюда приезжает. Помните, я вам говорил, в деревне остается коренных жителей только 8. Так вот, если эти трое уедут, то Димка с родителями уедет, остается только 5 человек в деревне останется зимовать, представляешь? Угу. Это на всю деревню 5 Отца, человек. мать, да, и он. Да, и вот, и останется только 5 человек. Вот муж с женой пара, женщина тут еще одна, 3, Паша 4 и Шахтерова там еще 5, все. 5 человек остается на всю деревню. И вот, пользуясь случаем, хочу попросить, если у кого-то есть возможность трудоустроить вот Димку, вот, он, корочек у него хватает вот от и до. Он и холодильщик, мастер по ремонту холодильников. Он и дизелист, и по пожарной части он там много чего работал. В общем, у него, что он еще говорил, это... Он дизелист, катерист, да, это он еще этот. Права у него всякие на автомобили, разные, на катера даже, очень много корочек. В общем, если у кого-то есть возможность трудоустроить, вахтами там или как-нибудь, хотя бы зимой, то прошу написать мне в личку или там ВКонтакте, я сам вас найду, там по личке как-нибудь переписаться. В общем, нужно найти хозяину этой избы работу. Нужно помочь человеку, друзья. Помочь человеку, друзья, да. Он работяга, он все добросовестно, качественно делает. С деревни они приезжают, а висеть на шее у матери, вот там вот, в нашей деревне они приезжают, потому что там сестры живут. Он не хочет, он хочет работать, по крайней мере, зимнее. Летом-то, может, приедет опять сюда. А родители старенькие у него, и да, надо зарабатывать ему деньги. В общем, у кого есть, друзья, возможность найти хорошую работу, вахтами, тудым-сюдым, то прошу дать знать. Вот такая просьба ко всем. У нас сегодня утро начинается с Чайковского, вот налили чаю. Рыба вчерашняя, вчера так не доели, вот по кусочку рыбы позавтракаем. И кашу вот немножко еще, и на сегодня хватит. Поедем. Так, у нас кушать сильно неохота. Только что с полными желудками легли спать, но надо с утра всегда покушать, потому что, несмотря на жару, а сегодня опять у нас жарко, хоть ветерок будет спасать нас от жары. Я так думаю, мы сегодня еще позагораем. Волны такие же, как и вчера были. Точно такие же. Так что встречаемся на реке, проверим наши продольнички. Если никого нет, я просто смазываю. Очень много времени занимает. Да? А смысл, выхлоп, Есть, конечно, вот 2-3 рыбки все равно как бы есть. Да. За такое время бывает и на спине не поймаешь, но посмотрим, в общем. Эту надо еще увезти, которая у нас попалась, засоленную туда увезти, да? Солененькую-то. Туда, да, закинем в это ведро тоже. Потому что мы вчера, наверное, бухнули тут солью. Зато не испортится. А соль-то мелкая. В общем, будет видно. Проверяем продольники и прямо... на перекат сегодня будем пробовать ловить хариуса, попробуем. Потому что, когда ветерок, он бывает берет. Чистая гладь воды, он хуже берет. А когда волны, вот такая рябь, он леску не замечает и берет лучше. Так что попробуем хариуса. Если не будет брать, то, как обычно, как вчера, будем... Щука, окунь. И ясь. Щука, окунь, ясь. Щука, окунь, ясь. Увидимся на реке. Получше 10. Это хорошо, что боковой ветер, а не северный.
ветер может даже якорь не держать. 16. Проверяем, 5-й день рыбалки начинается. Вчера было насажено на мальков, так что есть надежда, что может быть что-нибудь попадется интересное. Натяжка вроде бы есть. Опа! Натяжка. Окунь дохлый есть. Натяжка есть, да. Что-то там интересное. Покуда язёк. Да, вот он хороший ясь. Вот он. Вот он какой кабан. Бляха-муха. Окунь, да, это окунь-то ладно, вон какой кабан. Есть резина, вот он. Венска, да? Так, ясь. И вон еще окунь. Уже устал немножко, устал. Да. И вот там два окуня и ясь. А ясь-то какой красавец, а? Ну, отличное начало, да, Слав? Вот так вот. Так, у нас мальки пока есть, насаживаем на мальков. Я пока его цепляю. Да? Опа. А я сказал, возьми. Да я думал, окунь-то так это... Я попускаю. Главное, говорит, я кидать не буду, здесь у меня воблер. Я говорю, кидай, все равно, пока я крючки меняю. Первый заброс и сразу удар, блин. Я не буду больше кидать, потому что ты не подсекаешь. Спасибо, Геннадий Геннадьевич. Наконец-то. Что бы вы без меня делали, а? Если изволили подсечь. Я могу и сам. Ну ладно, давай. Это колун. Так, натяжечка вроде бы есть. Приготовим на всякий случай. А, вон окунь дохлый. И второй тоже окунь живой. Да. Таких вот два окушочка. И все. Здесь все. Да? Да, попробуй так вытащить. Ну, это маленький, что-то стоит, пихается. Есть еще. Так, пока насаживаю мальков, меняю крючки, все, поменял все крючки, что было. Вон, у Славки опять окушочек. Нормальный, что? Тоже поймал больше, чем продольники. Ну, езя, правда, продольники мои вытащили. Да? Видишь, красавец. Жадный, значит, сегодня аппетит есть. Венска, да. Третий бутылька. Маховик. Маховик, ловись, придись. Посмотри, жопу чешет, муха какая-то. Здесь что, не смотрите, а? Капозичка какая-то. Опа. О, окушок. Это окушок. Опа, там. О, там нет, там что-то Налим. А, не чука. Щука? Да, сдохла уже. Ничего себе. О. Какая хорошая. Нифига. О, и как она не перекусила леску? А леска-то вот мощная. Ну смотри, она жевала, получается. Сейчас я это достану хотя бы. За это попалось за желудок. О, камни даже во рту. Смотри, продольники щуку поймали. А мы хотели убрать их, да? Да, вон, друзья, подожди. Офигеть. На продольник на какой-то крючочек. Щука подохла, но она не испортилась, ничего, все, да, доставай. Улома, но все равно приятно. Упасть не можешь? А, держи в руках. Все. О. Сейчас вот такой беру. Да, о, мне не видно. Так, одинарный крюк. Да.
мощный. О, Оп, сломал. Нет, нет. нет. Нормально. Вот так вот, одного щука и один окунь. А я еще хотел поднять продольники, говорю, смысл от них. Ну, умер, заглотил, но я удивляюсь просто, что как он не перекусил. Получается, мальки рулят. Мальки, да, лучше, чем черри. Вон какая свежак, только-только сдохла. А Славка, тем не менее, все ловит, покрутил. Тем временем. Тем временем. Славка окунятник. Славка окунятник, Славка окунятник. Шатник, а не окунятник. Славка окушочник. Генка мой дружочек. Самосплавом, чтобы просто так не плыть. О, утки сколько летят. Какая стая хорошая вон. Вон, штук 15, наверное, вон. Ниже полетели. Если сегодня там, те возле деревни окунь клюнул, то здесь, наверное, тоже. Оп, вот и первый заброс и сразу окунь. Видишь, сегодня нормально, походу. Клевый день. Вот шок мне гнался, он за мной. И это тоже хороший такой. Клевый. А кило промахнулся. А кило Не догнал. не догнал, а килограмм. Видишь, когда клюет, с ветерком он лучше клюет. Сегодня может и харис поклюет, но попробуем сегодня. Сейчас доедем, рыбу почистим только сначала. Сразу в ручей закинем. Жора сегодня есть, Жора. И это радует. Славка раздевалка. Славка раздевалка. Опа! О. Удар такой. Хороший. Да. Мне кажется, сегодня уточка тоже неплохо рулить будет, если с малявкой. Пока малявки живые есть. Мне кажется, она и дохлого будет брать. Надо на трусы опять наловить. Так, надо раздеваться, позагорать хоть немножко. Загорай моя спина. Лето у нас короткое на севере, так что 9 месяцев в году. пользуемся. Но в этом году уже месяц как лето. Обычно оно только наступало в это время. В этом году грех жаловаться. Так что, достаем малявку? Как хотите. Ты крупная артиллерия, ты давай щук таскай. Я здесь и окушков подергаю. Тебе окушки понравятся, да? По нраву. Мне да. Да. Ё-моё. Есть или нет? Да что ты? О, блин. Так и скажи. А что ты не видишь? Что вот у меня под твоей. Можно подумать. Опа. Прям тут растаял. Бревно 6-метровое. Так, ну что у нас? Господи, благословен Брут. Слушай, надо будет одеть Кого? бронежилеты, а то он едут, мало ли какие-то чукчи. Казанка. Да ничего, на казанке они же. О, уже клюет. Но если мелочевка, я уберу опять удочку. Так что давай клюй нормальный окунь. Благословен пруд. Господи, благословен Брут. Новое дело, я так не буду, как благословенный. Ой, сырое. Удочка моя писает. Ну, я-то думал только... А, нету, правильно. Ну уже стащили. Уже стащили. Одна поклевка была, уже стащили. Да ёшкин ты кот. Там просто ешенька. Так, ясно. Малявки, потому что скоро это... Давай. Скоро тавоська закончится. Пока они не закончились. Вон, кидаю прям под лодку. И что мы видим? Шиш с маслом. А? Шиш с маслом. Шиш с маслом, да? Ну как-то так, да. О, не-не-не, вот, нормально видим. Вот, опа, опять украл. Я же говорю, шиш с маслом. Ты так не скажи. Я в секонд там, я вижу. Так, попробую на дохлого малька. Кукушка, поймаю ли я сегодня этого окуня? И заткнулся. Думает, да? Не знаю. Во-во-во.
Нормально, акушар? Спасибо, скажи, кукуйка. Кукуйка, раскукуйка. Так, Славку отцепили. О, вот он. Опа, ушел. Какой хороший чный был. Да, было дело. Это до холяка кинуть. А? Попробуй до холяка. Надохла малька? Да, попробуй. Да? Вдруг получится. Нет, если сейчас он жор есть, у него пофиг. Смотри, как нас несет, а? Пишите. Ну сейчас, да, мы хорошо, мы на моторе сидели просто. Во, ему пофиг, когда видишь. Это сейчас был до холяка? Да? Да? О, сам слушай, может, открыть якорь? Ну сейчас вот туда. Ну бросай. Посидим, порыбачим. Брут. Якорь бросил брут. А, мы, блин, зря якорь бросил. Мы так на моторе встали. Ну ладно. А так нас разворачивает. А вон пушки гоняют здесь. Мне некуда кидать. А? Мне некуда кидать. Блин, поднимать тогда обратно якорь. Блин, зря бросили, блин. Он бы на моторе сейчас стал. Опа, у меня поклевка. Что делать? Ничего. Якорь тебе цеплять? Отцепляй. Не на то место бросили, шмел-то тут. О, клюет. Опа. Смотри. Это кто такой? Я из на малька взял. Хотел цепляться? Ну попробуй пока не отцепляться, если... Видишь, я на поплавок, блин, у меня удочка загнулась, трепоги были, блин. Крупный малек был живой. Ну, видишь, ты же говоришь, благословен тот пруд, дайте я тоже поймаю. Я попробую еще крупного. Блин, еле-еле вытянул, блин, удочка 6-метровая аж. Красава, да? Кто это, говорит? А он уже у меня одного украл здесь, блин. Друзья, видели, да? Язя можно и на поплавок ловить неплохо, на 6-метровку, которая в 3 погибели сгибает. Походу там один был, да? Проплывал. Опа. Да нет, там двое было. Шоблый. Там двое было. Видишь, ясь боится шума. Вот сейчас мы подплыли, он раз отойдет от лодки. Его как бы редко может он это на поплавок-то клевать, как бы. Ему надо там фидер, там длинные, бывает на спиннинге кидаешь. А возле лодки он обычно не тусует, он от лодки отходит. Есть, да? Благословен тот пруд, который дал мне окушка. О, кусочек. Нормальный? О, хороший, да. Полосатый, с красными плавниками. Смотри, чуть губа у него уже все, смотри, висит на волоске. Так, у меня, походу, там не та глубина, которая нужна. Для гушки хватит. Нет, Кто там квакает в пруду? это сорока. Смеется над Славкой. Говорит, Поймался. говорит, ну и окуня поймал. Маленького, малюсенького. Да. Смотри, не хочет больше. Ладно, не хочешь, как хочешь. О. О, поплавок опять рулит. Окунь, хороший окунь. Славка решил прогуляться по берегу. Встали на дамбу. И сразу же такой вот красавец окушок. Ну, не окушок, это уже окунь. Вот такая вот дамба. Течение, здесь свал. Здесь как бы даже и щучки бывают. Да все что угодно. Опа, вот. Поплавочек рулит. Малявки, да.
ветер, как мы видим, благоприятствует. Правда, наверное, плохо все будет слышно в камеру. Вот, 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 вот опять поклевка, вот она. Красота. Ну, давай, давай, давай. Вот, опа. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Смотри, какие красавцы. Нормальные, красивые окунярики. Я окунелов. А Славка окунятник. Ни хрена не пойматник. Блин, ветер, наверное, камеру будет задувать. Но я что сделаю? Я ничего не могу сделать. Все, закончились. Кабан. Опа. Какой красивый кабанелло. О. Поплавочек рулит. Рулит поплавочек. Так, пока распутывали запутанную леску, приехали на дамбу, рыба походу взяла перерыв. Перерыв. Пробовали воблер, пробовали поплавок на малька, что-то ни одной поклевки. Это странно. Вчера приехали, здесь покормила, да? И очень неплохо, кстати. Ну да. И щучки, и все такое, и окуня были. Сегодня... А ну, говорит, езжайте за Хариусом. Нечего все тут. Хариус мы проехали, там уже. А там что, нет? Нет. Так что надо выходить на берег, наверное, и что-то менять. Иначе рыбы не видать. А Давай, подъезжай. то на сухую рыба не клюет. Сейчас. Вот, я говорю, подъезжай. Сейчас. Да, щучку соленую. О, точно. Такой ветер, наверное, микрофон все равно ничего не будет слышно, так что включаемся, рекламная Слова пауза. говорит, нету, но... Так, мы на дамбе. Приехали почистить рыбу, перекусить, потому что клев прекратился. Проверяем нашу закидушку, вчера поставленную на мальков. Что-то дергает небольшой окунь. Вроде бы. Да, вон окушок. Один окушок есть пока. Пока есть, если не уйдет. Все, поднимаю закидушку. Она не оправдала. А? Нет, уже поздняк на закидушке, на продольнике, и время не то. Мелочевка рвет все. Да, весной по большой воде или осенью. Смотри, а щука-то ее шандарахнула. Щука шандарахнула, она вот так была. Тут только дырка просто. Да, а тут вот шандарахнула, порезала, взяла, видит и отпустила обратно. Я на то и надеялся, думал, попадет окунь, на нее щука шанит, а там поводки. Не заходила. Да, перекусим, немножко напитка с рыбкой солененькой вчерашней. Да, закидушку закручу пока. Схожу
за рыбой, туда-сюда. Я тогда пока чуть-чуть. Так, рыбку почистили. Рыбка охлаждается. Охлаждается пенный напиток. И у нас уже есть малосолочка. Сейчас достанем оттуда пару щучек на малосолку. Этих просаливаем, кидаем туда и опять в ручей. Смотри, какие холодные, блин. Вот так вот в воде она стояла. Так, где наша малосолочка? Помельче которые, да, наверное, что просолились. Лишнюю соль. Раз. Еще, да? Там, по-моему, еще маленький. Только не знаю, где он. Слушай, окуни тоже кушают так, да? Не, окуни я малосолкой не люблю. Желательно, чтобы полностью просолились. Вон это вот. Набери, да пофиг. Это большой, да? Меньше. Мелких нет, наверное. Есть там еще один? Вон, здесь Вот этот, наверное. да. По-моему, Да, вот эти трех съедим, да? Все. Этих обратно. Слушай, потом сушечка поймать можно тоже так же. Просто поесть, пожарить, да? Ну да, вечерком также. Да? А камера, наверное, все равно сейчас будет звонить. В общем, все равно ничего не слышно, потому что ветрище ураганные. В общем, у нас, друзья, обед, перекус. Все, Славик закрывает бесполезно. Полезно. В общем, обед. Рекламная пауза. Так, друзья, после обеда у нас полное затишье, ни одной поклевки. Поднялся сильный ветер, слышимость, наверное, очень плохая. И самое хреновое, это вон идет гроза, черная темень, черная туча вот идет с той стороны. И громыхает, слышно грохот. И, наверное, придется смотаться, да, Слав? Что, Да. в деревню? А куда? Валим в деревню, потому что походу и надвигается что-то большое и серьезное. Поднимай, Славка, якорь, валим. Лошадки-то. Половили мы 21 штуку, да? 22 рыбы на сегодня мы поймали. Ну что, немножко добавок к ведру. Посидели, побалдели. И все, и походу надо валить, потому что очень быстро темнота вот приближается. Очень и очень быстро, хотя вот сильный ветер идет. Но она даже, эта темень идет вот против ветра. И как бы ничего хорошего это не обещает. Надо валить, друзья, валить. Ну, завтра у нас малопрачечный день. Как нам обещали. Посмотрим, что у нас будет завтра, но пока надо валить. Все поднял, да? Да. Валим. Валим. Валидулы. Вот, смотрите, что там творится. Капитально, да? Нас не догонят. Вон какая темень идет. И против ветра поднимается. Ничего хорошего от нее ожидать не стоит. Умный в гору не пойдет, да? Да, вон пускай вот те не умные. Что в нашей жизни главное вовремя смотаться.
там чуть-чуть только виднелось, да? Отъехали и все. А эти поехали прямо туда, вот в самый снег. Заглядели. Ну, забыл про отмель эту. Чуть моторчик не Друзья, успели тютелька в тютельку. Вон, только-только зашли. Минута в минуту. И вон, смотрите, что творится у нас за окном теперь. Это что-то с чем-то. Ураганной силы ветер и просто ливень. Ливнище. Вон, там, наверное, тоже видно, да? Хорошо. Да. Вот. Вон что творится. Я представляю попасть в такую погоду на реке, да, остаться. А Крым-то пошел как раз вниз, да? Да. Зачем вы туда погнали? Не бояться ничего. Минута в минуту. Вот только двери закрыли. Двери закрыли, минута не прошла и все залило. Как будто вовремя наша чуйка, задняя точка вовремя почувствовала, Да. что пора сматываться. Самое главное. И хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, но лучше такую погоду переждать в доме. Все равно не поймаешь, что по погоде. Да, клев-то вообще прекратился, считай. С утра поклевало. Лучше перестрахуемся. Ужас. Сами сейчас. Ужас, что творится. Еще и гром и молния придачу. Самое интересное, ветер поменялся теперь, видишь? Откуда туча шла, ветер оттуда и стал. А, да, побер туда. Угу. О как. Все, пережидаем. Пережидаем непогоду. Если будет погода, вечерком еще выйдем, половим, попробуем. Ну а нет, так сегодня просто раньше ляжем спать, да и все. Будет день, будет пища, будет дальше рыбалка. Кстати, после дождя рыбалка же очень хорошая. Немножко отдохнем.